Сегодня все мы здесь с вами собрались по значимому событию научной, культурной, музыкальной жизни региона, и думаю, что не региона, а и страны в целом. Так как в зале я вижу представлены и Кишинев, и Тирасполь, Твардица, Тараклеев, регион Гагаузия в целом по населенным пунктам. Начать сегодняшнее мероприятие должна была Ирина Анатольевна, но в силу сложившихся обстоятельств сделаю это я, исполняющий обязанности ученого секретаря НИЭЦ Гагаузии имени Марии Васильевны Маруневич. Работа над этим сборником велась не один год. Начало ей было положено в один из похожих на сегодняшний день. Как это произошло? Вы знаете, находясь на таких мероприятиях, каждый из нас нет-нет, да задается иногда вопросом. Что я тут сижу, теряю время? Лучше бы я что-то сделал, провел там лишнее занятие, написал лишние верши, написал еще кто-то, создал. А я сижу, слушаю, теряю время. Хочу вас уверить, что это далеко не так. Знаю по себе, и теперь в зале присутствуют люди, которые тоже осознали это. И Татьяна Ивановна Муткогла, и Наталья Владимировна. Потому что идея написать данный, составить и издать данный сборник появилась на одном из таких мероприятий, где люди из разных сфер гуманитарной научной деятельности встретились на одной площадке, высказали свои идеи, взгляды, мнения и сказали: а давайте попробуем. Хочу сказать, что научный центр рад всегда создавать такие площадки на протяжении уже не одного года. Это стало доброй традицией, когда эти площадки становятся стартапом. За последние 4 года имеют место изданные научным центром работы такого формата. За 5 лет 4 работы. Одна из них была написана, посвящена на схожую тематику, была презентована 2 года назад, завершена с нашими турецкими коллегами, учеными из Турции. Работа посвящена сборнику традиционного православного песенного фольклора гагаузов. Потом была работа, которая также, идея написания этой работы, книги, появилась на одном из таких мероприятий. Это работа, которая была посвящена воспоминаниям присутствующей в зале, мамы, присутствующей в зале Татьяны Муткогла, которую, эту женщину, ее маму, уже сегодня иногда именуют как гагаузская Керсновская. То есть женщина пережила проблемы с 40-х годов вместе с семьей. Это и голод, и репрессии, и высылки. И вот пишет свои воспоминания. Эти дневники также были опубликованы научным центром после того, как на одном из мероприятий встретились люди, которые имели этот потенциал, которые выразили эту идею, и эта идея была реализована. Также была реализована и представлена буквально в этом году весной, да, Татьяна, мы представляли работу, посвященную памяти известного музыканта, известного певца, визитная карточка не только Гагаузии, Кирсов, но и Молдовы. Это книга памяти Иона Баас. И вот сегодня мы представляем еще одну значимую работу, которая находится у вас в руках. Это сборник произведений фортепианной и камерной музыки композиторов из Гагаузии. Хочу вас заверить, работа была проведена кропотливая и большая. Длилась она, как я уже сказал, более 2 лет. Авторы проекта «Ваш покорный слуга» и известная вам, уважаемая Наталья Барбанягра, которая также присутствует в зале, дам ей позже слово. Хочу отметить как историк, потому что она все-таки больше музыкант-искусствовед, а я историк по образованию. Как историк хочу сказать, что здесь собрано, я считаю, впервые такое количество духовного, нематериального культурного наследия гагаузского народа, такое как музыкальное творчество. Эта тема долго лежала на поверхности. Из поколения в поколение передавались традиционные музыкальные произведения от музыканта к музыканту, от исполнителя к исполнителю. Каждый из них имел возможность внести свои, как мы говорим, правки. И они, наверное, это делали. И вот сейчас настало то время, когда появилась та группа людей, которые сказали: а давайте. И мы это сделали. Теперь будущие поколения будут иметь возможность ознакомиться с произведениями своих предков, музыкальными произведениями своих предков.
Более того, наверное, это вклад в копилку национального культурного достояния Республики Молдова в целом и региона. Почему? Потому что мы знаем все, что страна у нас многонациональная, и музыкальная культура Молдовы — это не только молдавские национальные музыкальные произведения, но и произведения других народов. Ансамбль «Дюзова», руководителем которого является Татьяна Ивановна сегодня, стал давно уже визитной карточкой нашего региона и страны в целом. Они также исполняют традиционные музыкальные произведения гагаузского народа, которые насчитывают не одно столетие. Думаю, вам будет интересно и самим, и познавательно узнать что-то, может, для себя новое из того сборника произведений, который сегодня презентован и представлен вашему вниманию. Также надеюсь, что эта работа не задержится на полках, она будет востребована. Почему? Потому что другого источника для изучения музыкального творчества гагаузского народа, я думаю, более содержательного мы не найдем сегодня. Надеюсь также, что при вашей поддержке, где-то доброе слово, где-то вовремя подсказанное действие позволят продолжить эти начинания и в дальнейшем. А сейчас, чтобы не утомлять вас, как говорится, одним выступлением, хочу передать слово второму автору данного проекта, Наталье Владимировне Барбанягра. И перед этим только сказать одно, что ни копейки из бюджета на этот проект, как правило, сегодня подразумевает финансирование, какие-то суммы небоснословные, финансовые составляющие, не было потрачено из бюджета. На завершающей стадии работы над этим гуманитарным проектом оказалась помощь огромная, научно-исследовательский центр, смакетировав его и подготовив к изданию. Также благодаря помощи научно-исследовательского центра НИЗ Гагаузии имени Марии Васильевны Маруневич это издание увидело свет и было издано в типографии. Спасибо за внимание. Наталья Владимировна, вам слово. Благодарю вас, Виталий Евгеньевич. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые участники проекта, уважаемые коллеги, уважаемые студенты. Сегодня знаменательный день в жизни музыкально-образовательного сообщества нашего региона. Мы представляем вам сборник произведений фортепианной и камерной музыки композиторов из Гагаузии. Данное издание — это результат многолетней работы под эгидой научно-исследовательского центра имени Марии Васильевны Маруневич при поддержке Камрадского государственного университета, факультета национальной культуры, кафедры культуры и искусств. В каждой культуре существуют сокровища, передающие уникальное звучание души народа, его историю и традиции. Гагаузская музыкальная культура колоритна, многогранна, разнообразна. Она является носителем аутентичного музыкального языка, малоизвестного широкой аудитории. Именно это и привело нас к идее создания сборника произведений композиторов, основанных на гагаузском музыкальном фольклоре. В своеобразном неподражаемом звучании прослеживается стилистический колорит, яркая самобытность фольклорных традиций, смена размеров, слияние аутентичности с академической музыкой. Идея издания сборника возникла также и в связи с востребованностью и тяготением молодежи региона к гагаузской национальной культуре и необходимостью включения произведений фортепианной и камерной музыки композиторов из Гагаузии в учебные программы. Представленный сборник состоит из двух частей. Первая часть включает в себя фортепианные миниатюры, пьесы и произведения крупной формы. В частности, вариации на тему гагаузских народных песен, представленных такими композиторами, как Дмитрий Гагауз, Михаил Колса, Иван Чилак и молодыми перспективными композиторами Михаилом Ротерем и Анетой Бюк. В сборник также включены произведения профессионального аранжировщика Щеголевой Татьяны. Вторая часть включает в себя дуэты и трио для таких музыкальных инструментов, как скрипка, виолончель, флейта в сопровождении фортепиано, представленных этими же замечательными представителями гагаузской музыкальной культуры. В процессе создания сборника была налажена непосредственная связь с композиторами, соблюдены все авторские права в соответствии с законом об авторском праве и смежных правах Республики Молдова и согласно закону о международном авторском праве. В сборник включены сочинения различного уровня сложности, которые могут быть использованы в учебном процессе в качестве изучения творчества гагаузских композиторов, как в средних и старших классах музыкальных школ, так и в колледжах и высших учебных заведениях.
Сочинения разнообразны с точки зрения образного строя, степени сложности видов фортепианной техники, фактуры изложения и воплощения музыкальных образов, характера интерпретации, штрихов, динамики и темпа. Издание сборника играет важную ознакомительную и образовательную роль, является доступным источником притока знаний для исполнителей и истинных ценителей музыки. Сохранение, распространение и популяризация культурных ценностей – это великолепная возможность вдохновлять новые поколения на дальнейшее развитие традиционно-духовно-культурного наследия с присущей молодости свежим взглядом на мир. Надеемся, что произведения, вошедшие в это издание, найдут отклик в сердцах слушателей разных возрастов не только из Республики Молдова, но и среди народов мира. Принесут радость и вдохновение, станут источником новых творческих исканий и открытий. В связи с этим хотелось бы искренне поблагодарить всех участников проекта, с которыми мне посчастливилось сотрудничать. И в первую очередь это наши замечательные композиторы Дмитрий Гагаус, Михаил Колса, Иван Чилак, Татьяна Щеголева, Михаил Ротарь, Анна Янак, псевдоним Аннета Бюк, творческий псевдоним. Огромную благодарность выражаю руководителю проекта Виталию Бойкову, исполняющему обязанности ученого секретаря НИЦ Гагаузии имени Марии Васильевны Маруневич, составителю Татьяне Муткогла, заслуженному работнику культуры Гагаузии, преподавателю Камрадского государственного университета, ответственному редактору Наталье Станцой, заслуженному работнику культуры Гагаузии, преподавателю КГУ, маэстро Инарте Республики Молдова, музыкальному редактору Ольге Терзи, ассистенту Камрадского государственного университета, магистру педагогических наук, редактору русского текста Мариане Бас, научному исследователю научно-исследовательского центра Гагаузии имени Марии Васильевны Маруневич, Татьяне Кириковой, исполняющей обязанности заведующего отдела терминологии НИЦ Гагаузии имени Маруневич, которая занималась переводом и редактированием гагаузского текста. Огромную благодарность выражаю нашим замечательным рецензентам. Снежане Пысларь, композитору, доктору искусствоведения и культурологии, преподавателю высшей категории образцового центра музыкального образования имени Штефана Няги, доценту Академии музыки, театра и изобразительных искусств, член управления Союза композиторов и музыковедов Республики Молдова, маэстро Инарте Республики Молдова. Татьяне Щеголевой, заведующей кафедрой культуры и искусств Камрадского государственного университета, художественному руководителю и главному дирижеру Гагаузского народного ансамбля песни и танцы «Дюзова», маэстро Инарте Республики Молдова. Ивану Чилак, доценту, доктору, композитору, аккордеонисту, педагогу, академику Университета музыки и изящных искусств Анкары, факультета музыкальных наук и технологий, кафедры теории музыки, Республика Турция. А также выражаю признательность декану факультета национальной культуры, проректору Камрадского государственного университета Геновой Светлане и ректору Захарии Сергею Константиновичу за поддержку и высокую оценку нашей деятельности. Спасибо за внимание. Сейчас хотелось бы слово предоставить следующему выступающему, наши гости из Кишинева. Регалии, с вашего позволения, думаю, не обидитесь, не буду перечислять, они достаточно подробно были указаны Натальей Владимировной. Слово предоставляется госпоже Пысларь Снежане. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, я очень рада приветствовать вас в этой картинной галерее и выразить, во-первых, благодарность научно-исследовательскому центру имени Марии Маруневич за приглашение и поздравить всю ту творческую команду, благодаря которой мы увидели эту замечательную антологию музыки композиторов, родившихся в Гагаузии. Я хочу пару слов сказать свое мнение об этом сборнике. Значит, этот сборник представляет собой уникальную антологию, в которую включены сочинения, созданные композитором разных поколений родом из Гагаузии. И когда я рецензировала этот сборник, мне было особенно приятно увидеть произведения самых молодых композиторов, которые являются выпускниками нашей Академии музыки, театра и изобразительных искусств. Композиторский факультет — это Михаил Ротарь, который закончил у меня и
и Академию музыки, и мастерат, и Анету Бюк, которая закончила Академию музыки и мастерат у моего уважаемого коллеги, профессора маэстро Чебану. Стилистика пьес является собой необычный сплав различных культур, сочетая элементы народной музыки с композиционными принципами, присущими европейской академической школе. Каждое произведение обладает неповторимым стилем. Во многих пьесах прослеживаются типичные для гагаузского фольклора ритмы и мелодии, а также тембровые аллюзии, напоминающие звучание традиционных инструментов. Это придает произведениям особый колорит, отражающий музыкальную картину южного региона нашей страны и демонстрирующий яркий пример связи традиций и современности. Произведения, включенные в сборник, отличаются высоким уровнем мастерства ее авторов и современным подходом к композиции. В них присутствуют элементы различных музыкальных стилей, от романтизма и неофольклоризма до более авангардных направлений, что свидетельствует о развитии музыки в Гагаузии в контексте более широких культурных европейских традиций. Важно отметить, что многие сочинения требуют от исполнителей не только технического мастерства и знания приемов современной игры, но и глубокого понимания истоков гагаузской музыки, способности создания особой атмосферы, свойственной данному региону. В ансамблевых произведениях продумано звучание каждой партии, сформирована богатая звуковая палитра и в выстраивании которой каждый инструмент играет важную роль. Сборник фортепиано и камерной музыки композиторов из Гагаузии является ценным вкладом в сохранение и продвижение музыкального наследия края, важным шагом в расширении страниц музыкальной культуры Молдовы и восточноевропейского региона в целом. Это издание, без сомнения, заслуживает внимания как для музыкантов, исполнителей и педагогов, так и для исследователей, интересующихся гагаузской культурой. И поскольку мне довелось сегодня приехать из Кишинева, я с удовольствием возьму пару сборников для Академии музыки и образцового центра музыкального образования Республики Молдова. Я думаю, что произведения композиторов родом из Гагаузии украсят концертный репертуар нашей страны. Спасибо. Спасибо, Снежана, за столь добрые пожелания, отзывы о проделанной работе. Хочу представить слово следующей выступающей. Это госпожа Щеголя Татьяна Ивановна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, уважаемые студенты подошли, все-таки наши студенты. Было очень много сказано о данном сборнике, и действительно это так. Хочется сказать то, о чем не было сказано, и я думаю, что это есть еще и проблема в этих всех исследованиях, так как сегодня мы со студентами исследуем творчество наших не только композиторов, но и педагогов, музыкантов, которые по роду деятельности тоже вынуждены сочинять и использовать свою музыку и в детских садах репертуар, и в школах, и в работе с детскими оркестрами. И есть большая проблема в том, что не все умеют собрать свой труд, а тем более его напечатать в нотном редакторе и его издать. Поэтому это представляется большой проблемой, и мы должны ее решать и решаем. В частности, наши студенты первого цикла учатся работать и печатать ноты в программе для того, чтобы это потом использовать. Вот в данном случае этот сборник печатала наша выпускница, докторант Терзи Ольга Георгиевна, за что ей огромное спасибо, потому что сегодня этот труд не каждый может выполнить. Буквально летом мы разговаривали с гагаузом Дмитрием Федоровичем, у которого еще есть очень много работ, которые нуждаются в издании. Они написаны давно, но человек, мы понимаем, человек в возрасте, ему сложно печатать и набирать ноты.
И вот я ему предлагала, я говорю, давайте, говорю, как-то мы приедем с группой студентов, мы разберем ваши рукописи, вы дадите нам необходимые указания, и мы начнем тоже на добровольных началах совершенно безвозмездно печатать ваши оставшиеся еще не опубликованные работы. Ну, со здоровьем у него там было немножко проблемно, и он пока отказался. Потом я звонила, он сказал, что кого-то он нашел. Но во всяком случае надо узнать, нашел ли. Потому что, к сожалению, время летит неумолимо, и наше старшее поколение уходит. И уходят очень многие талантливые наши люди, композиторы, оставив свои сочинения где-то дома, которые потом позабудутся и будут забыты просто-напросто. Поэтому данный проект – это яркий пример сохранения этих работ. И сложно сотрудничать и найти Михаила Михайловича Кулса. Вот, но, наверное, все-таки кто-то должен тоже этим заняться и все-таки найти его, потому что как-то он не хочет выходить в мир, как-то закрылся. Но, может быть, все-таки придется до него достучаться, потому что у него тоже еще очень много всего есть. И в магистерских диссертациях, когда мы исследуем различного рода проблемы музыкального воспитания, музыкальной подготовки подрастающего поколения, мы тоже говорим о том, что надо все издавать и все сохранять. И яркий тому пример наш выпускник Михаил Пачи, который тоже выпустил один сборник, сейчас он готовит второй сборник. То есть вот такого должно быть много. И все это есть, но просто не каждый может это издать. Поэтому и научному центру имени Марии Васильевны Маруневич огромное спасибо за то, что вы всегда поддерживаете вот такие идеи практически сразу с лету. И не могу не сказать, что к столетию Диониса Николаевича Танасогла тоже был издан сборник его партитуры, была проделана тоже огромная работа. И произведения, которые где-то пылились в листиках, в рукописях, они обрели вечную жизнь. Вот. Поэтому я благодарю всех за работу, за участие. Желаю, чтобы этот проект стал трамплином для следующих идей, для следующих изданий. Всем крепкого здоровья и больше нам изданий, потому что, к сожалению, у нас в республике вот такие нотные издания оставляют желать лучшего, практически ничего не издается, а если издается, то это очень-очень мало. Должно быть больше. Всех благодарю за участие, всем хорошего дня и крепкого здоровья. Спасибо. Большое, Татьяна Ивановна, за эти пожелания, за уже, как говорится, услышали ваши посылы в отношении господина Кулса и в отношении других моментов. Что в наших силах, конечно, вы знаете, мы слов на ветер не бросаем. Если все будет хорошо, то постараемся и в этом направлении активировать работу. Сейчас хочу слово предоставить уже из названных заочных участников нашего сегодняшнего мероприятия, нашей презентации, но который в силу обстоятельств не смог к нам сегодня приехать. Турция, это, как говорится, с Турции доехать не поле перейти, но он прислал нам записанное видеопослание, которое предлагаю всем вместе послушать на экране. Виктор Николаевич, включите, пожалуйста, челока. Всех приветствую. Я сейчас в Анкаре, в своем вузе, МГУ, Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi. Я всех поздравляю, всю команду с этой работой, нелегкой работой, созданием такого сборника гагаузских композиторов, произведений гагаузских композиторов, фортепианная камерная музыка, И, насколько я знаю, это первая работа
первый такой сборник, созданный со стороны нашего гагаузского правительства. Все остальные до этого, насколько я знаю, все это было индивидуально. Со стороны вот моей произведения Михаила Колсы, и там другие, кажется, сборники были, не только гагаузы, кажется. А вот связано с нашим гагаузским правительством, это, кажется, первая работа, то, что сделано. Поздравляю всю команду, кто в этом участвовал, потому что я знаю, как это нелегко собирать, все это делать, как говорится, выпускать в свет. Конечно, с этим сборником что можно сделать? Это как продукт совместной работы и нашей как композиторов, и вашей как... Так что выпустили этот сборник. Я так сделал перечень, что можно сделать, и мы даже раньше говорили с Натальей Барбарнягиной, что можно будет сделать, как это можно будет сделать, чтобы это, чтобы больше принесло, как говорится, рекламу нашей гагаузской музыки. Что можно сделать? Так я сделал кое-какие выписки в своей голове. Во-первых, эти сборники, я думаю, что не останутся где-то там, не будут залеживаться где-то в шкафах, как говорится, депо и типа этого. Я думаю, что они раздадутся по музыкальным школам, колледжам, вузам и другим вузам, музыкальным вузам. И чтобы это и не только у нас в Гагаузии, вернее в Камрате, во всех музыкальных школах, в районных школах, Чадрунга, там, был, конечно, если есть, по селам, если есть музыкальные школы, но музыкальные школы по селу почти не осталось из-за нехватки учителей, насколько я знаю. И даже я думаю, что если есть знакомые по Молдавии, в Тирасполе, у меня, например, знакомые в Тирасполе есть, они бы тоже с удовольствием это взяли во внимание, потому что мои сборники фортепианные, мой фортепианный альбом, то, что вышел, там в Тирасполе тоже есть, я когда-то дарил им тоже туда. Я думаю, что это будет неплохой первый ход, первый шаг для рекламы нашей музыки. И, конечно, после этого, когда вот следующее, чтобы эти произведения в вузах, чтобы они игрались, чтобы они, вернее, исполнялись, чтобы они изучались именно по музыкальной литературе, по возможности анализировались, что за произведение это, на каком уровне, в каком стиле написано. И чтобы это было, как говорится, более, вот не просто сделали вот, и поставили в шкаф и так лежит там, а чтобы это работало, потому что на турецком есть такое понятие «сайпленняк», то есть взять на себя ответственность за своих композиторов. То есть композиторы пишут, а ответственность педагогов, чтобы направлять своих учеников, чтобы их исполняли. Потому что в ином случае эти произведения умирают. Что сказал господин Челак, сказал важные вещи. И хочу вас заверить, что научно-исследовательский центр уже на опережение составил список 45 школ автономии. Каждая школа получит по одному экземпляру в библиотеку. Тираж, как видите, небольшой, как я уже говорил, финансирование это было, дополнительных никаких средств никто не получал, поэтому вот удалось выпустить тираж 300 экземпляров. Это не так много, кто имел дело с издательской деятельностью, понимает, что это довольно-таки небольшой тираж. Мы позволить больше себе не смогли, но постараемся, чтобы этот тираж был представлен на сайте НИЦ Гагаузии,
в интерактивном доступе, когда каждый ученик, исследователь, желающий ознакомиться с творчеством Гагаузии, сможет это сделать дистанционно, зайдя на страницы интернета. Следующее выступление, которое закончит выступление участников проекта и рецензентов, это выступление госпожи Анеты Бюк, о которой сегодня уже говорили. Анетта, пожалуйста, вам слово. Добрый день, дорогие друзья. Иногда музыка рождается из тишины, как будто внутри звучит мелодия, которую невозможно не записать. Именно так я впервые почувствовала себя композитором, еще ребенком, когда мои первые пьесы существовали только в памяти. Меня зовут Анетта Бюк, я родом из самого юга Молдовы, села Чешмякёй, Вулканежского района. Музыка сопровождает меня с 8 лет, и с того момента я знала, это действительно мой путь. Уже в 10-12 лет я сочинила первые свои пьесы для фортепиано. Тогда я еще не умела записывать свои произведения, и они звучали и существовали только в моей памяти. Но внутри я уже знала, хочу не просто играть музыку, но и создавать ее, сохранять, передавать, сохранять свои идеи и делиться ими с другими. Сначала я училась в Камрадском колледже имени Михаила Чекира как фортепианный исполнитель, затем в Академии искусств в Кишиневе, где открыла для себя новый мир — это композиция. Здесь я поняла, музыка — это не только исполнение, это еще и процесс создания, поиск формы, развитие идеи. Моим наставником стал Геннадий Александрович Чубанов, которому я безмерно благодарна. За годы учебы я написала фортепианные пьесы, камерные ансамбли и даже симфонию. Мои произведения уже звучали в Кишиневе, в Санкт-Петербурге, а также в моем родном селе в музыкальной школе. Отдельно хочу упомянуть пьесу «Lullaby to the Three», созданную во время обучения в Италии. В ней я пыталась передать ту тишину и гармонию, которую дарит природа. Сегодня для меня особая радость быть частью сборника фортепианной и камерной музыки композиторов Гагаузии. Данный сборник действительно является уникальным. Это настоящий мост между поколениями. По нему могут учиться и дети музыкальных школ, и студенты, и будущие профессионалы. И для меня это радость оказаться рядом с именами уважаемых композиторов, на чьей музыке я сама когда-то училась. Поздравляю создателей данного сборника. Был проделан действительно огромный труд. А также поздравляю композиторов, чьи произведения вошли в данное издание. Сейчас я продолжаю обучение в магистратуре и работаю над кантатой на стихи гагаузского поэта Тодора Занета. Это мой первый опыт в жанре инструментально-вокальной музыки. Да, это непросто, но именно такие задачи помогают расти и двигаться дальше. В будущем я хочу продолжать создавать музыку и также преподавать. Для меня музыка — это не просто искусство, это способ выражать мысли, чувства и истории, которые нельзя рассказать словами. Музыка способна будить эмоции, объединять людей и оставлять след в сердцах. Спасибо. Спасибо большое, Анетта. В наши дни, как показывает практика, важна каждая деталь и мелочь, поэтому хочу в конце запланированных выступлений сделать небольшую ремейку. Средства все-таки были дополнительные выделены, но это не внешние средства, региональные. На издание как раз этого тиража были выделены средства из фонда спасения гагаузского языка. Это важно. Почему? Потому что это средства региональные, они именно предназначены для того, чтобы подобные вещи сохранять нематериальное культурное наследие гагаузского народа. Ну а сейчас у нас есть еще небольшое количество времени. Надеюсь, мы, выступающие, уложились, не утомили аудиторию. Теперь вернемся к тому, с чего я начал. Данные площадки не являются статистическими какими-то мероприятиями. Они должны иметь свой стартаповский составляющий сегмент. Поэтому с удовольствием и с радостью оставшиеся 15-20 минут мы бы уделили пожеланиям гостей, которые у нас впервые,
гостей, которые у нас есть сегодня и хотят предложить что-то свое, какую-то свежую идею, либо какие-то предложения уже существующие. Были такие моменты, когда человек приходил и говорил: вы знаете, а я даже не знал, что так можно. Чтобы вы понимали, научный центр поможет реализовать начинающим их идеи. И это не голые слова, практика научного центра за последние годы показала это, и все в это верят, знают и убеждены. Поэтому я бы хотел предоставить слово аудитории. Пожалуйста, кто скажет несколько слов? Пожалуйста. Это у нас Кишинев. Да. Прошу прощения, листок не взял. Мы первый раз видимся. Пожалуйста. Нет, очень высоко. Добрый день, здравствуйте. Если в моих словах будут выражения на молдавском, румынском, я просто перевожу автоматически, бывает такое. В разговоре можно услышать и словечко молдавское. Так что я прошу прощения заранее. О себе я много говорить не буду. Меня зовут Ольга Трудов. Наградил меня супруг мой этой фамилией, и тружусь с первого дня знакомства. Да? О себе я могу сказать, что мои корни, так говорили во всяком случае мои бабушки, что где-то далеко во мне течет турецкая кровь. Моя прабабушка была самой красивой девушкой в том населенном пункте, и турок обратил на нее внимание. Вот и пошло, вот, может, даже и внешне где-то что-то можно найти. Поэтому мне очень близка народная музыка гагаузская, я ее чувствую. Вы знаете, я училась в Бельцах, и когда приходило время сольфеджировать, я не готовилась дома, я чувствовала. И, видимо, вот это все-таки оно и сказывается. С Натальей Владимировной познакомились чисто случайно в прошлом году, весной на аттестации. Да? Когда человек начал, когда человек начал разговаривать по написанному, как сегодня, души не чувствовалось. А когда комиссия обратилась к вам и сказала: говорите своими словами, что вы хотите нам преподнести. Я не могу описать вам тех эмоций, через какие я прошла тогда, услышав тот голос. Те эмоции, передаваемые через монитор, человек говорил своими словами от души, искренне, и чувствовалось, что человек талантливый, знающий, умный, настоящий педагог, который может передать абсолютно все свои знания. Даже, может, где-то чего-то не зная, подойдет, прочитает, выучит сам, но сможет передать будущему поколению. Это же надо так любить свой народ, чтобы пройти года, пройти века и создать то, что вы создали сегодня, на сегодняшний день. Очень приятно, действительно, чисто от души. Я очень рада, что сегодня я рядом с вами и разделяю эти моменты радости из глубины души. И извините меня, эмоции тоже. Вы говорили о том, что невосполнимая потеря, если мы теряем композиторов, поэтов, и мы не знакомим своих детей с их творчеством. Несколько лет назад в колледже в Кишиневском Алексей Матеевич, я организовала за свою, как говорится, за свою зарплату, да, такой проект знакомства с людьми искусства, да. И я пыталась привести в колледж и композиторов, и поэтов, и певцов. И у меня вот такое пожелание. Я бы хотела, чтобы в моем колледже обязательно звучала гагаузская музыка. И обязательно я выпрошу еще один сборник. Это будет мой личный, я никому не отдам. Там частичка и моей души. И выпрошу еще один сборник для того, чтобы и наши дети
молдавские дети знали вашу, то есть нашу, да, музыку, родную, которую они сейчас не слышат. Может, даже они и свою родную не слышат. Да? Вот это мое такое искреннее пожелание. И не сдавайтесь, творите, ищите. Это чудо. Это чудо любить свой народ, чудо любить свой язык, чудо любить свою традицию. Берегите себя. И еще раз, работайте во благо, но не переутруждайтесь. Думайте о себе. Уважаемые друзья, кто-то еще? Ничего, это всегда приятно, можно и повториться, как говорится. Уважаемые друзья, кто-то еще желает выступить? Пожалуйста. Микрофон от вас. Да, не просто, да, конечно, представлюсь. Я Лазарь Калоев, старший преподаватель Приднестровского государственного института искусств имени Антона Рубинштейна. С представлением, наверное, хватит. Да, заслуженный деятель искусств Приднестровья. Хочу в первую очередь поблагодарить организаторов сегодняшнего мероприятия за приглашение, команду, которая так скрупулезно работала над этим прекрасным изданием. Говорю об этом сознанием дела, потому что приходилось мне работать с типографиями, приходилось мне работать над изданиями, нотными изданиями. Ну, не такой, конечно, большой сборник, но я работал-то и не с такой большой командой, я работал один. И набор нот, и коррекции, все. Поэтому я хорошо понимаю, что это такое, и настолько особенно важность этого дела, за что я вам всем благодарен, что поколение уходит, кто-то взрослеет, а кто-то уже ушел в мир иной, и мы все там будем. Поэтому сохранение нотных изданий в виде вот такого сборника – это дань уважения, дань памяти всех гагаузских композиторов, которых, казалось бы, не совсем и мало. И я думаю, что здесь далеко не все учтены еще. Потому что есть, я точно знаю об этом. Я искренне благодарю всех вас, поздравляю вас с созданием сборника. Наталья Владимировна, вам отдельная благодарность за приглашение. Вы же знали, что я не смогу даже пол буквы отрицать на ваше приглашение. Искренне поздравляю, желаю вам всем творческих успехов. И что могу сказать? Рад быть в вашей семье творческих работников, уважаемые коллеги. Спасибо. Спасибо. Отрадно видеть, что здесь собралась в столь небольшой аудитории, собралась, скажем так, вся Молдова, все ее центры. Татьяна Ивановна, хотите тоже сказать? Пожалуйста, Татьяна Ивановна, слово. Я всех приветствую. Очень радостно всех вас здесь видеть, все знакомые лица. Это и коллеги, и гости, и студенты, и ученики. Хочу сказать, что вот эта работа, которая сегодня представлена, это большой труд, и идея, она принадлежала Наталье Владимировне, хотя по национальности она не гагаузская. Но она так влюблена в тот край, в котором она родилась, выросла, и который был на слуху, так как она творческий человек, преподаватель, музыкант. Естественно, что нельзя не влюбиться в эту музыку, которая представлена в этом сборнике. И она первой начала потихонечку продвигать среди своих учеников, студентов, вот произведения, эти композиторские работы, академическую музыку с фольклорным переплетением. Вот, как Снежана сказала, она дала нам точный такой теоретический анализ формы этих произведений, их содержания. Вот, и предложив мне сотрудничество, я
ну, наверное, задумалась на минуту, но согласилась. Вот под кропотливым таким пытливым, внимательным взором и контролем Виталия Евгеньевича эта работа продолжалась достаточно долго, потому что понимаете, что держать внутри, на контроле всю эту масштабную работу с композиторами нужно было сотрудничать, нужно было с рецензентами, нужно было с научным центром все это сводить вместе. Это все очень-очень большой труд. Но в то же время хочу вот спросить тут коллеги, когда выбирают программу своим студентам, ученикам, вот в чем суть пользы нашего вот этого издания, прошу прощения. Когда мы ищем программу, когда мы над ней думаем, комплектуем ее, мы всегда хотим, чтобы в ней присутствовали различные эпохи, различные жанры, композиторы. И очень интересно, когда вот такие вкрапления как бы являются акцентом программы учащегося или студента, которые понятны, это же музыка, язык мира. То есть любить можно любую музыку, если она оставляет впечатление, если она вызывает эмоции, если она трогает душу. И вот такими пьесами и являются в основном пьесы, которые представлены в этом сборнике. Они никого не оставят равнодушными, они сегодня звучали, и они будут любимы и узнаваемы, наверное, не только в Гагаузии, но я уверена, что и по всей нашей республике Молдова, и, наверное, даже за рубежом по всему миру. Вот что хотелось бы сказать еще о том, что польза какая. Ну, польза в том, наверное, что это впервые, ведь собрано, можно иметь издание и Дмитрия Федоровича, какие-то произведения мы имели Ивана Челака, все это отдельно. А вот собрать это в единый сборник получилось вот у этой команды. Это здорово. Потому что то, что является бумажным носителем, когда ты берешь книгу в руки, ноты, и когда ты можешь прикоснуться, даже полиграфия отличная, мне кажется, у нас получилась, то это немножко другое. Любите музыку всех народов мира. Мы маленькая частичка, гагаузы, это маленькая частичка мира, музыки, культуры всего мира. Это язык, на котором мы будем понимать друг друга, уважать, узнавать и любить. Всем здоровья! Здравствуйте, уважаемые собравшиеся. Очень рад всех видеть именно по этому поводу сегодня здесь, потому что это мы даже недооцениваем масштаб этого события на самом деле. Потому что это, скажем так, первый шаг в одном начинании. Я забыл представиться, простите, я доцент подразделения Тараклийского университета Ангел Кынчев и Комрадского университета в том числе, тоже работаю здесь. Вот. Мы, скажем так, сделали, может, это не первая, конечно, ступенька в области, в этом начинании, но одна из самых важных начальных ступеней. Я думаю, что мы на начальном этапе подобных изданий, подобного творчества. И, скажем так, Болгария, да, вот я представитель больше болгарской национальности, Болгария очень давно имеет уже свою композиторскую школу. Она уже более сотни лет развивается после, скажем так, освобождения от, неважно, от присутствия некоторые считают, в общем, от освобождения, от получения свободы, да, это произошло в 1878 году, вот, и, значит, имеет уже свою целостную школу. А вот что касается именно наших местных авторов, это новое начало, вот, оно существует лет 50, может быть, в таком более ярко выраженном формате. Вот, появились у нас, скажем так, появилось качественное образование, появились люди, которые
понимают в этом направлении, в этих вещах. И, скажем так, через 40-50 лет, видите, прошло сколько времени, и это превратилось во что-то, что объединяет уже всех нас. И я с большим восхищением отношусь вообще к этой идее, к этому, немножко эмоции переполняют меня, простите, к этому проекту, и надеюсь, что это всего лишь первый шаг в этом начинании. Поздравляю вас с этим успехом от всей души. Всех благ и успехов в дальнейшем. Я преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Камрадской детской музыкальной школы. Без малого 50 лет, вернее 51 без малого. Я не жалею, что пропустил вперед Виталия Николаевича Тодорова, потому что половину моей речи он уже сказал, моих мыслей. Тодоров, Калоев, Люленов – это представители болгарской музыки, но мы все связаны с этой музыкой. Что я хочу сказать? Давайте чуть-чуть, как теоретик, начну. Вспомним чуть-чуть историю. Что говорил Гленко? Музыку создает народ, а мы художники, только ее аранжировщики. Я думаю, что все понимают смысл этого слова аранжировщики. Это не просто переложение какой-то народной музыки. Вникать в дух, расти с этой музыкой, родиться в этой музыке. И постепенно, поэтому действительно я согласен с вами, я хотел подчеркнуть, мы еще не оценили по достоинству появления вот этого сборника. Сколько лет я работаю, я все время говорил своим детям, давайте учитесь, учитесь, и чтобы среди вас появился гагаузский Моцарт. Что я имел в виду? Мы самых талантливых детей всегда направляли в лицей Рахманинова, лицей Парумбеску. Это прекрасно. Вырастали хорошие профессиональные музыканты, но они воспитывались все-таки на музыке молдавской, румынской, где-то болгарской. Гагаузская музыка почти не звучала. И все время, когда мы собирались, помните, Татьяна Ивановна, я говорил, когда же профессиональная музыка гагаузская будет развиваться? Поэтому появление вот этого сборника имеет огромное значение для воспитания наших будущих профессиональных музыкантов, композиторов, исполнителей. Почему? Потому что вот вы вспомнили про Гагауза Дмитрия Федоровича Колсамиха. Почему их нет сегодня среди нас? Потому что, давайте вспомним историю, опять-таки. В одно время, благодаря государственной политике, умирал Большой театр, один из лучших театров в мире. Почему? Потому что спиной повернулось государство, и от этого многое зависела судьба. То же самое происходило у нас в Гагаузии. В культуре много было разговоров, а уделялось мало внимания. Сколько идей было у Дмитрия Федоровича, когда он был начальником управления. Предлагалось и лицей создать гагаузский, и много-много у него было проектов. Поддержки никакой. Дмитрий Федорович, конечно, какую-то обиду затаил, он уехал от нас. И не случайно вот это вот все, что он собрал, осталось в рукописи. То же самое с Колца, который находится то ли на Кипре, то ли еще где-то. Тот же Курудимов, то же самое. То есть наши лучшие представители музыкальной культуры почему-то не нашли поддержки. Поэтому огромное вам спасибо научному центру, который сегодня уделяет большое внимание культуре. Я хочу сказать, что 2 года назад был издан первый такой пробный учебник гагаузской музыкальной литературы. Это тоже благодаря вашей помощи, где уже мы начали преподавать в музыкальной школе гагаузскую музыкальную литературу. И появление этого сборника даст нам возможность уже использовать произведения гагаузских композиторов, как наших аксакалов, так и молодых. Вот Анет Абют. Очень приятно, что вы учились у моего друга Геннадия Чабану. Передавайте ему большой привет. Он всегда поддерживает нас. У нас были кое-какие проекты, но тоже, опять-таки, без поддержки местных властей нам не удалось это сделать. Я думаю, что пройдет еще немного времени, и рядом с Михаилом Ротовым появятся еще молодые. На подходе у нас
Владимир Щеголев, который уже пытается что-то создавать. Мы много об этом говорим. Появятся и другие композиторы. Поэтому все должно начинаться, я думаю, с музыкальной школы. С музыкальной школы. Поэтому хочу поделиться, когда появились первые сборники гагаузских вот этих народных мелодий, Константина Рушика, потом Дмитрия Федоровича, ну и не буду всех перечислять, я стал их использовать в своих уроках, на своих уроках сольфеджио. Потом стал их записывать, теперь осталось их собрать и расположить методически от 1 класса до 7, и появится сборник гагаузских мелодий, диктантов, да, по сольфеджио. Вот. Поэтому спасибо всем, особенно Наталье Владимировне, я знаю, какой вы энтузиаст, Татьяна Демьяновна, ваша поддержка. Спасибо вам огромное, что вы нашли в себе силы, возможности и завершить вот этот труд. Время покажет, что мы на правильном пути. Спасибо. Ну что, друзья, на этой высокой ноте разрешите закончить нашу официальную часть. А у кого останутся какие-то вопросы к представителям научного центра, предлагаю после завершения мероприятия задержаться, обсудить можем здесь, на месте. У кого есть вопросы к Наталье Владимировне, она тоже вас будет ждать в конце аудитории. Общая фотография, да, общую фотографию сделаем, сейчас уберем только витрину, ой, господи, трибуну, и сделаем общую фотографию. Спасибо большое, что пришли, нашли время, и рады в будущем порадовать вас подобными достижениями. Спасибо.